Еще год назад на этом месте был заброшенный пустырь. Сегодня здесь возводят, можно сказать, будущее всей энергетики региона. Уже готовы 2 скважины, которые будут обеспечивать горячей подземной водой первую геотермальную станцию в Чечне. Эти насосы регулируются по температуре обратки, которые в скважину закачиваются, потому что нельзя закачивать больше 60 градусов и меньше 40. Это объяснение может не совсем понятно обывателю, однако для специалистов здесь все ясно. 2 скважины. Первая питающая, вторая нагнетательная. Одна достает горячую воду из недр, другая загоняет ее обратно. То есть термальный источник используют лишь для нагрева водопроводной воды через специальную установку. Отапливает уже другая линия. Вместо котельни в черте города, вместо тепловых пунктов можно строить такие компактные геотермальные станции для отопления ЖКХ, можно для бизнеса, тепличные комплексы, различные производства, объекты, где требуется большое количество тепла. В данном случае мы получаем либо бесплатную тепловую энергию, следующий шаг – это, естественно, электрическая энергия, но на настоящем этапе мы ориентируемся на тепловую энергию. Но при определенных, скажем так, углублениях можно и говорить про генерацию электрической энергии. 3 года Грозненский нефтяной университет работает над этим проектом. Для реализации привлекли зарубежных партнеров. Потенциал России заинтересовал коллег из Франции. И это неудивительно. Запасы геотермальной энергии в стране чрезвычайно велики. По оценкам специалистов, они в 10-15 раз превышают запасы органического топлива. Такое количество энергии позволяет рассматривать теплоту Земли как альтернативу привычного способа отопления. Для нас геотермальная энергетика пока новая отрасль. Подобные станции функционируют лишь на Камчатке. Во Франции они имеют другой тип пород, другой тип резервуара. И это для них с научной точки зрения очень интересно изучать именно у вас в Чечне, изучать именно резервуар, вот ханкальские месторождения, например, чтобы определить время работы, ресурсы и другие вопросы. Будем очень рады продолжать коллаборацию с российской стороной для помощи в характеристике геотермального резервуара. В Парижском артезианском бассейне, это в округе Парижа, уже установлено порядка 40 дублетов. И у Франции имеется большой опыт эксплуатации геотермальных вод. Геотермальные станции являются одним из наиболее дешевых источников энергии. Циркуляционная схема отбора не только значительно удешевляет процесс получения тепла, но и защищает окружающую среду. Это просто талантливые люди. И они сделали огромную работу, огромную. Еще не понимают, что мы сделали большой прорыв. Я говорю, это мы, потому что мы стояли у истоков. Так как Кавказ богат этими термальными водами, я думаю, что это пионерная станция, а дальше начнут возникать новые. Мы стоим у начала огромной отрасли, которая возникнет здесь. И самое главное, что университет будет готовить для этого специалистов. Нужны специалисты, нужны инженеры, обслуживающий персонал, это рабочие места. Многомиллионный проект на контроле правительства региона. Рабочая группа постоянно следит за ходом реализации. Кроме того, университет ежегодно проводит отчетную научно-практическую конференцию. Здесь обсуждают перспективы развития геотермальной энергетики в Чеченской Республике. Все началось с того, что я написал письмо главе вашей республики Рамзану Ахмадовичу. И я скажу, у меня огромный опыт работы с региональными чиновниками. Он просто замечательный. Он откликнулся. Мы почувствовали помощь. И когда бурильщики тут денег-то не хватало, то его влияние было огромное. После ввода в эксплуатацию станция будет обеспечивать теплом тепличное хозяйство, которое планируют разбить неподалеку. Однако это лишь пилотный проект. Эти скважины рассчитаны на значительно большую территорию. После того, как геотермальная станция пройдет апробацию, ее начнут использовать в более масштабных объемах. Елизавета Чепханова, Хаиль Мавсаев, Луиза Юнусова. Новости.